Приветствую, друзья! Сегодня на той территории Украины, которая подконтрольна НАТО, продолжилось системное уничтожение коммунистического наследия, а именно электростанций. ВКС России продолжили наносить сегодня ракетно-бомбовые удары по объектам критической инфраструктуры, а именно электростанциям, подстанциям, теплоэлектростанциям и так далее. И это вынудило уже даже Зеленского выйти с видеообращением и сказать о том, что все-таки украинцам очень серьезно придется экономить электричество, причем в добровольно-принудительном порядке, потому что украинцев никто не будет уговаривать и будут просто отключать свет. Графики веерных отключений электроэнергии уже опубликовали в Киеве, в Киевской области, во Львовской области, в Днепропетровской области, в Винницкой области и так далее. И это, как говорится, только начало. Потому что как только нагрузка на сеть начнет увеличиваться, когда наступят холода, то эти вот графики, они также будут расширяться. Если сейчас мы видим, что Киев там и другие областные центры это отключать будут от электричества там, на 2, на 3, на 4 часа, то с наступлением холодов количество времени, когда придется гражданам Украины сидеть без света, оно увеличится. По иронии судьбы, на ракетах, которые летят по электростанциям в Украине, написано декоммунизация. И, как известно, в Украине очень давно решили бороться с тоталитарным наследием коммунистического режима. Но, как известно, электростанции, подстанции, теплоэлектростанции, электросети, это все построили злые коммунисты. И сейчас мы видим, что, по сути, благодаря Путину происходит реальная декоммунизация. То есть то, за что голосовала Верховная Рада, что поддерживал так сильно Порошенко и Зеленский, это все прямо сейчас реализуется путем вот таких вот ракетных обстрелов. Стоит отметить также, что те удары, которые мы видим сейчас, это только цветочки, потому что ягодки будут тогда, когда будут бить ракетами по тем электроподстанциям, которые транспортируют электроэнергию от атомных украинских электростанций дальше в энергосеть. Сейчас пока по ним не бьют, но если бить начнут, то здесь мы будем видеть, как будет пропадать электричество сразу в целых областях. Причем не на час, 2, 3, 4, 5, а конкретно на сутки, двое, трое, а может на месяц и на 2. Поэтому можно сделать вывод, что сейчас, когда мы видим вот такие вот ракетные удары, то можно сказать, что эта кошка играет с мышкой. Потому что если все-таки в Кремле решат, что Украину нужно погрузить полностью во тьму, то тогда это могут сделать в течение суток. Но тем временем на Лиманском направлении мы видим, как союзные силы уже постепенно переходят в контратаку и возвращают себе утраченные ранее позиции. Подобную ситуацию мы видим и на Купянском направлении, и это несмотря на то, что НАТО сейчас в тот регион присылает как можно больше подкреплений и все, что у них ездит и стреляет. И здесь мы видим, что даже с учетом такого напора идут уже и контратаки. На Херсонском направлении мы видим, что союзным силам удалось стабилизировать фронт, и несмотря на то, что там также продолжаются атаки натовских войск, тем не менее линия фронта стоит. Также, друзья, напоминаю, что сейчас ко мне приходит много различных интересных видео и материалов, которые здесь на YouTube я публиковать не могу, потому что тут есть масса ограничений, а вот в Телеграме их нет. Поэтому все самое интересное выкладываю у себя в Телеграм-канале. Ссылка на него в описании и первым комментарием под видео. Кому интересно, переходите, смотрите. Подписывайтесь. Также напоминаю, что мой телеграм-канал выглядит вот так. Сейчас много клонов и важно, чтобы вы подписались туда, куда надо. Ну а тем временем вооруженные силы западных стран через свою прокладку в виде вооруженных сил Украины уже озвучивают тезис о том, что оказывается ряд беспилотников камикадзе уже запускается с территории Белоруссии. Как известно, Беларусь это союзник Российской Федерации и член ОДКБ, и поэтому, скорее всего, логично, что с территории Беларуси также продолжают действовать союзные силы. Хотя мы видим уже официальное заявление, что натовская группировка войск уже подготовлена для того, чтобы атаковать также и территорию Беларуси. Именно поэтому мы видим вот такие уже заявления в прессе, когда Польша уже официально призывает всех своих граждан покинуть территорию Беларуси. И это говорит о том, что да, действительно, подготовительные действия к вот такой вот атаке, они присутствуют, и скорее всего мы в ближайшем времени будем наблюдать интервенцию натовских войск в Беларусь. Ну а тем временем премьер-министр Венгрии уже официально и открыто заявил, что нет никакого смысла договариваться с Украиной, с Зеленским, потому что они ничего не решают. Нужно договариваться именно с Соединенными Штатами Америки.
Причем Орбан заявил, что договариваться надо не с Байденом, а все-таки уже с следующим президентом Соединенных Штатов, который уже в принципе очевиден. Потому что этот президент, будущий Соединенных Штатов, уже в открытую заявлял о том, что в Украине конфликт нужно заканчивать, потому что не ровен час, как грянет ядерная война. В продолжение этой темы можно добавить, что Илон Маск, который озвучивает чаяния части американской элиты, уже в принципе также вместе с Трампом обозначил, что нужно хоть как-то избежать ядерного конфликта. А на этом фоне мы видим, что Эрдоган уже в открытую обвиняет западные страны в том, что они не смогли оценить реально и здраво ситуацию в Украине. И поэтому сейчас мы наблюдаем просто очень серьезную эскалацию и бойню в центре Европы. Также стоит добавить, что у Эрдогана есть также здесь и шкурный интерес, потому что ему кровь из носа нужно сохранить газопровод «Турецкий поток», который проходит по дну Черного моря, потому что он является очень доходной историей для Турции, которая сейчас переживает с точки зрения экономики далеко не самые лучшие времена, и напрямую от работоспособности этого газопровода зависит по сути рейтинг Эрдогана на ближайших выборах. Эрдоган также понимает, что западные страны сейчас очень серьезно нацелены на уничтожение не только газопровода «Северный поток-1 и 2», а и на уничтожение турецкого потока. И здесь мы видим, что Путин даже озвучивал, что уже были даже попытки уничтожения этого газопровода. И Эрдоган по этому поводу 100% очень серьезно напрягся. На фоне этого Российская Федерация рассекретила документы в отношении того, что в 2015 году НАТО уже пытались уничтожить газопровод «Северный поток-1». И здесь можно на этих фотографиях видеть взрывное устройство, которое установили натовские страны между двумя трубами газопровода «Северный поток». Тогда, в 2015 году, когда обнаружили на трубах вот этот натовский беспилотник, то тогда НАТО сделало вид, что как будто он случайно там оказался. И вот просто, знаете, вот так совпало из всех морей и океанов. Вот натовский беспилотник, который оборудован очень серьезным количеством взрывчатки, вот вдруг оказался конкретно между двумя трубами российского газопровода. Судя по всему, тогда решили это не придавать огласке, но сейчас уже ситуация настолько деградировала, что мы видим, что те документы, которые ранее были секретные, сейчас мы просто видим в открытом доступе и на официальном уровне. Ну а тем временем уже Росатом принимает на баланс Запорожскую атомную электростанцию и уже по сути отключил все 6 энергоблоков, как я и предсказывал, потому что мы видим, что вся подача электроэнергии в электросеть Украины по сути полностью прекращена. Мало того, Росатом поставил перед сотрудниками атомной электростанции выбор: либо они остаются работать в уже новом предприятии и перезаключают свои контракты, либо они все-таки собираются и уезжают в Украину и там продолжают работать на тех атомных электростанциях, которые пока еще контролирует НАТО. Также от западных разведок приходят новости о том, что оказывается в Российской Федерации идет очень серьезная чистка пятой колонны. И там регулярно задерживают также и военных. И уже в центр Москвы даже вводили различные спецподразделения. Это может свидетельствовать лишь о том, что сейчас делается очень четкий анализ действий каждого должностного лица. И если там в действиях такого должностного лица есть факты госизмены, есть факты вредительства и так далее, то все вот эти случаи, они сразу на корню пресекаются. И это, можно сказать, реально самый настоящий процесс очищения российской армии и прочих силовых структур. Также на этом фоне мы видим вот такие интереснейшие новости. Оказывается, Полтавский горно-обогатительный комбинат уже вынужден приостановить работу. И в ближайшее время мы будем видеть, как предприятие просто будет консервироваться и каким-то образом переживать вот этот простой. Горно-рудная компания Форекспо временно остановила производство на своих предприятиях в Полтавской области, в частности на Полтавском ГОКе, из-за повреждений государственной электроэнергетической инфраструктуры после вчерашних обстрелов. Ну а теперь давайте почитаем, в какие страны поставляла продукцию вот эта вот швейцарская корпорация, которая владела на территории Украины вот этим Полтавским ГОКом. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Таким образом, в секторе металлургии у западных стран будут в ближайшее время достаточно серьезные проблемы, потому что там Полтавский ГОК был это очень крупное предприятие.
А тем временем мы сегодня наблюдаем интересную новость в отношении того, что из Венгрии в Сербию будут делать газопровод для того, чтобы прокачивать российский газ прямо до Сербии, потому что сейчас Сербия вынуждена получать газ через Хорватию. И, как известно, Хорватия — это страна НАТО, и она просто банально блокирует свой газопровод и таким образом просто заставляя Сербию играть в антироссийские санкции. Таким образом, мы видим, что чисто экономически Евросоюз уже в принципе разрушается, потому что Венгрия, как одна из стран Евросоюза, сейчас делает все для того, чтобы часть стран внутри Евросоюза также могли легко обходить антироссийские санкции и получать конкурентные преимущества за счет дешевых энергоносителей Российской Федерации. На этом фоне особо забавно наблюдать, как поляки обвиняют Норвегию в том, что Норвегия, как основной, знаете, поставщик в Европу энергоресурсов, они сейчас, получается, наживаются на войне. И получается, сейчас к Норвегии, Польше и прочие страны выставляют претензии, что якобы Норвегия должна просто брать да и искусственно понижать цену на газ и прочие ресурсы, которые она поставляет в Евросоюз. На такие заявления польских и прочих политиков в Норвегии уже отреагировали, послав их всех в пешее эротическое путешествие и, конечно, добавили о том, что все свои обязательства они выполняют и понижать цену, конечно, не будут. В свою очередь, польский премьер-министр обвинил Норвегию в том, что они наживаются на войне. И я думаю, что все вот эти конфликты внутри Евросоюза, они будут только увеличиваться. Но в Британии до сих пор поражаются деятельности нового премьер-министра Лиз Трасс, потому что настолько стремительно начала падать экономика Британии, что действительно многие и британские политики, и, конечно, британское общество просто прозрело от этого падения. А себе лишь могу добавить, что я сразу говорил о том, что Лиз Трасс — это очень хорошая кандидатура на должность премьер-министра Британии, потому что чем глупее там политик будет стоять во главе, тем быстрее Британия развалится в принципе как государство. На этом, друзья, у меня все. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. Ссылка на него в описании и первым комментарием под видео. Там всегда гораздо больше объективной и интересной информации, нежели здесь на ютубе, потому что тут есть масса ограничений, а в телеграме их нет. До скорого.